Всем привет! Ну что, сегодня Пасха, у нас великий день. Христос воскресе. Иду в сторону церкви Преображенской. Тут плиточку делают, ложат. Дорога к храму. Лозунги висят праздничные с днем весны и труда. Почему-то машин очень много. Якутский острог. Вот раньше так город выглядел, когда его основали там в 1632 году. И городу Якутск уже 391 год. Здесь киоск вот при церкви. Тут продают куличи. Куличи продают. Большие, маленькие. Это хлеб разные. А тут вообще какие-то изделия, да? Какая тут скамейка. Бревно просто. Рядом с этим вот строго. Это тоже вот исторический такой дом красивый. Это что такое? Тортики пасхальные. Куличи, как красиво все сделано. Смотрите, чурками выложено. Вот так вот раньше ложили здесь, в старом городе. Вот, сымитировано, как раньше вот так вот делали тротуар. Людей много идет в храм, как мы видим. И видим на территории церкви Преображенской два яйца. Одно, второе. Ну тут, конечно, сложновато сфоткаться будет с ним лично. Все-таки можно. Куличи, когор, яички. Людей много. Люди фотографируются с Пасхой. Многие пришли сюда, в храм. Там, наверное, народу очень много, я думаю. Здесь тоже торговля идет. Короче, кулич 85 рублей маленький, а побольше 170. Свет входит в Пасхи. Даже конфеты продают. Цветочки. Здесь куличи освещают. Проповедь на якутском языке идет. Вышел из церкви, на улице тоже идет проповедь. Продают наборы целые. Да, ну сейчас тут информация звучала, что завтра будет привезен
благодатный огонь, который был зажжен в Иерусалиме днем. И что желательно прийти, чтобы взять частичку этого благодатного огня, осветить им обязательно жилище свое, дом, квартиру. Кстати, вот тут музей искусств. Иван Попов, выставка с 5.04 по 24.05 к 150-летию со дня рождения народного художника Якутии. Вот он рисовал в том числе исторический Якутск. Приходите, Кирова 12. Также по Пушкинской карте действует. Площадь Ленина готовят к 9 мая. А сейчас я поеду, сяду на автобус и поеду в Урасан-молл на этой остановке. Еду в Урасан-молл. Так, ну что, все, я доехал вот до этой вот остановки. Эта дорога ведет в аэропорт. Наш автобус. Там через дорогу, смотрите, выставка техники военной. Ну, это современные, там танки, всякие вооружения. Поскольку сегодня воскресенье, я решил выбраться вот в Урасан-молл, торговый центр. Вот такое большое здание. Смотрите, пыли сколько. Да, надо что-то садить, тут какие-то деревья. Не знаю, что-то как-то с пылью-то бороться. То дышать этим не совсем хорошо. В Урасан-молле много всяких магазинов. Потом там, по-моему, на верхнем самом этаже фудкор, где можно покушать. А у меня цель тут сходить в магазин «Пятерочка». Как бы тут посмотреть на него не было еще ни разу. Урасан-молл такой длинный, что даже устаешь идти. Так, вот. Последний. Тут прямо «Пятерочка» выручает. Так, берем корзинку. Как-то прямо наловился. Так, ну что тут у нас? Сейчас цены немного поснимаю. Что тут? Почем тут? Сильно я так понимаю, цены не отличаются. Хотя вот смотрите. Это 1 литр. 1 литр. Что-то ценники неправильно как-то стоят. Так, ну это все у нас химические напитки. Кукуруза. Такую цену. Есть крупы. Разные крупы. Но крупы нужны, да? Так, мне нужен рис. Рис 139. 129. Гречка 118. Какая-то по 74. А, это вес 500 грамм, да? Еще на вес надо смотреть. Горох. Крупа перловая. Вот рис. Короче, рис вот столько стоит. Самое дешевое, это что, Геркулес, да? За 400 граммов. Кукурузская у нас 136 рублей, 197. Фасоль. Насыпная. Так, тут консервы. Консервы. Шпроты. 142 рубля. 29. Да, цены, конечно, не
такие как бы не дешевые. Тут что, заморозки у нас? Заморозки. Что ж, вегетарианский шашлык. Это что еще такое? Это что такое? Блинчики. 123 рубля. Сколько их там? Непонятно. Вес. Так. Что тут еще у нас? Где молочка-то? Где молочка? Грибы продают. Какие-то 200 граммов, 169 рублей. Не знаю, что это такое. Капуста. Тортики, снежки. Да. Куличи продают. Вот такой 257 рублей. Этих что-то выпечки совсем нету. Красная цена рожки 27 рублей. Продаются. Но макарошки тут вроде бы можно прикупить, да, недорого. Относительно стоит. Можно закупиться семечками. Смотрите, щелкать их. Так, что тут еще хорошего у нас? Печенюшки. Всякое разное. Что такое? 29 рублей 100 грамм. Ну, что-то как-то по весу неправильно. Ценники висят местами. Не на все, но что-то можно попутать. Так, это что, дыня? 589 рублей. Арбуз 399. Помело 299,99. Могли бы 300 написать. Так, яблоки. Так, киви 799 рабчиков. И виноградик 699,99. Кондитерка тут на развес всякая разная, полная конфеты можно набрать. Самый дешевый чай в пакетиках 20 рублей, вот красная цена. Такой байховый черный 36. Булочка у нас местная 97 рублей, но очень даже. 92, последний пакет. Так, это что, сметана. Домик в деревне. Йогурты, да? Всякие разные. Йогурты. Вот такая вот молочка. А здесь сыры, да? Сыры. Сыры. Пармезан 419 рублей за такой кусочек. А он нарезанный, что ли, ломтиками. Это что у нас? Сгущенка, вот, пожалуйста, 109 рублей. Любинская. Надо взять попробовать. И вот, короче, масло. Самая дешевая цена на масло 180 грамм 119 рублей. Что у нас? Кошачья, собачья, тут всякая химия, да? Много химии всякой. Шампуни, дизики и так далее, мыло, порошок стиральный, всякое разное. Картофель-то почем? Что-то я понять не могу. А, картофель вот 69. Лук 49. Чеснок 72 за 100 грамм. Орехи чищенные вот есть. Это что? 100 грамм грецких орехов 159. Это 1000 по 600 рублей килограмм, что ли. Фундук тоже есть. Такие цены. Банан 199, ну 200 рублей. Сладкие тут по 80, 69. А вот есть 30. Это, по-моему, не шоколад, подобное.
прекрасная. Смотрите, вес тут сухопутки разные. Указано за 100 грамм, поэтому смотрите, умножайте все на 10, вот вам и килограмм. Очень дорого. Что, конечно, выпечки вообще тут нету. Ладно, все, я понял, что это за магазин. Выходим. Кассы, терминалы самообслуживания и кассы обычно. Это что такое у нас? Всякие наборы. Пиво, по-моему, да? Тут есть алкомагазин, но он сейчас закрыт. Это проходит у них акция. Сахар по 77. Чуть подорожал, что ли? Еще и был. 75. Решают они на работу. Вот пятерочка, вот она. Ну, уже не буду я по нему ходить. Мне надо отсюда выбраться. Так, все. Вот якутские надо, кому интересно. 5500. Сертификат. Здесь подороже. Продают разные подвески. Короче, магазин для нас, теперь мы выходим на дорогу. Да, вот выход. Все, я понял, что это за магазин здесь. В принципе, цены начинают, мне кажется, в пятерочке подравниваться с якутскими. Так, куда пойти, так куда пойти? Налево или направо? Там остановка есть, можно в город уехать. А можно еще походить. Ну, раз я выбрался вот сюда вот, в воскресенье, решил я все-таки вот туда сходить. Там у нас выставка идет военной техники, вот туда через дорогу сейчас по этому светофору я перейду, и мы туда с вами пройдем, посмотрим эту местность. Вот тут на кнопочку и начинаем переходить. Здесь тут никто не поедет. Перешел, здесь остановка, вот она. Так, а нам как туда пройти-то? Надо как-то. Тут, я чувствую, не пройдешь, надо вот как-то в обход идти посюда. Ну, Роса Молл вот здесь напротив. Тут, кстати, много вот на велосипедах катаются, я так понимаю. Тут можно и на самокатах покататься тоже. Так, здесь у нас территории. Сейчас я вам прочитаю. Поднимаемся. Парк Победы. План-схема поэтапного благоустройства Парка Победы. Памятник. Скоро 9 мая будет. Дата 1941-1945 год. Этот вот знак при въезде в Якутск, сразу вы видите Якутск и 3 СРГ Коновязи. Против Роса Молл. А нам вон туда вон идти надо. Сейчас мы туда пойдем. Тут лавочки, все облагорожено. Много транспорта здесь, кстати, припарковано. И вот мы идем к стеле в честь Победы. Герб города Якутска внизу, вот в самом верху мы видим. Приближает, да? И тут я вижу 2020 год, но это в каком году этот памятник поставили. Здесь город Якутск, вот, 1632 год основания, барельеф. Ну и вот здесь тоже барельеф. Участие Якутии в Великой Отечественной войне. Здесь через Якутск шел перелет самолетов
которые шли с Америки по ленд-лизу. Так, ну ладно, мы вот сейчас вон туда пойдем. Сейчас еще вам один памятник покажу. Памятник снайперу. Винтовка снайперская. И вот олень. Что он был оленеводом. Здесь как бы прогулочная зона, то есть тут близко-то домов нету, как бы, только коттеджи с этой стороны, да? И там авиагородок у нас, да? Ну, кто у машины есть, может подъехать, здесь погулять. Как бы единственное, что шум от автотрассы немножечко мешает. А так в целом тут воздух вроде бы почище. Вот на станке Патриот аллея называется. И вот тут написано, где что находится. Детишки лазят. Много людей залазят, фотографируют. Вот там указатели с названием техники. БМП, БТР, зенитки. Пушки. Гранатометы. Довольно-таки много. Большая экспозиция. Вот. Видите, да, написано, что это такое. Я как-то раз уже снимал этот парк. Год назад где-то примерно. Так, а это у нас что за танк Т-72? Такой вот. А вот это вот, я догадываюсь, мы сейчас проверим. Бронетранспортер БТР-70. Вот. Так. Ну и последний экспонат. Последний экспонат — это боевая машина пехоты БМП-1. Ну вот, кому интересно, с детишками приезжайте сюда. Это аллея Патриот находится вот на автотрассе, которая в аэропорт ведет. Так что вы тут... Да многие уже знают, конечно, про нее. Вот так вот. Сегодня погода, смотрите. Вот такие вот облака у нас в городе. Ладно, все, буду я возвращаться. Тут сейчас отфотографирую их. Да, ВКонтакте размещу, наверное, там фотографии. Так что, кому интересно посмотреть, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там увидите фотографии. Кстати, я вижу, вот здесь вот люди, смотрите, идут как-то. Так, наверное, пойти. Тоже вот такая вот зона, такая территория. Вот. Тут все находится. Да, сегодня какие у нас облака в городе. Тут дорога, кстати, и по ней можно прийти. Вот Урасамол. Здесь, короче, выходите вот. Здесь вот остановка и проходите через дорогу, и вот вам путь. Все, выхожу я наконец-то. Чувствую, сегодня путешествие мое на этом заканчивается. Сейчас вот здесь сяду на автобус. Да, еду. Тут много автобусов ходит. Можно, в принципе, не торопиться. Так. Всем пока. С праздником Великой Святой Пасхи Христовой. Скриптум, короче, вышел и тут на остановке. Смотрите, там идет какая стройка.
Видите, да? Что-то там такое наливают, насыпают. Кстати, вон там, видите, да? Дом-то сносят уже, я так понимаю. Вот этот вот. Глазницы пустые. Да, конечно, надо сноситься. И там, я смотрю, тоже окна что-то выбитые, заколоченные. Так, еще у меня цель. Я так со съемкой-то не прекращу сегодня. Ну да, вот сносят. А там строят. Ну, надо сносить эти дома. Уже, конечно, свой срок отслужили. Уже давно, смотрите, какой трешачок. Тут, короче, есть магазин «Молочный дождик», потому что комбинат молочный, и я вот сейчас туда схожу. Здесь такой вот закуточек. Я с Дзержинского, тут много магазинчиков всяких. Так, здесь что у нас? Магазин якутского хлебокомбината «Скиф», Якутия. И вон тут меня интересует «Молочный дождик» в углу. Здесь мясо «Оптом», «Инко Трейд Маркет». Это же поздравительные с 1 и 9 мая висят. Так, вот здесь вот «Молочный дождик» ГМЗ. Так, взял тележку, ну, и пройдем сейчас вот тут. Почему тут соки какие-то продаются, а молочка где у них? Вот она молочка. Так, это молоко 99, 3,2. Так, сейчас разные, а вот здесь вот интересно. Причем цены. Ряженка, йогурт, сыр, сметана. 88. Кефир, молочный дождик, масло 200 грамм, 200 рублей. Так. Еще цены здесь. Такие вот цены на молочку, но что-то ее не видать в этих. Дают сыр российский, вот 808 голландский. Что-то тоже его не видать. Короче, сыр тут раскупили. Остается только вот это вот молоко, и то, что там по 99 рублей оно. Но все-таки я не зря зашел. Возьму сейчас вот сок. Купил я 2 сока. Томатный 102 и этот вишнее яблоко 130 чем. На 239 рублей. Ну что же, в принципе, нормально. Не молоко, так сок попьем. Тем более он тут относительно недорого. 2-литровые я набрал 2 пачки. Томатной. Яблоко вишни. Что у меня вышло 240 рублей. За 4 литра сока. Так что запомните, кто хочет вот, фирменный магазин, успеть за товаром, надо вот пораньше приезжать. Иначе вы останетесь без всего. Тут все раскупают, причем приезжают какие-то мелкооптовики и скупают тут тележками. Ладно, теперь вот уже точно всем пока. С праздником сегодня. Иисус воскресе. Всем желаю счастья, удачи, любви главное, мира, дружбы, терпения.